История дзюдо началась в конце XIX века в городе Токио. Студент Токийского университета Дзигоро Кано с детства был физически слаб и для укрепления здоровья решил заняться традиционной японской борьбой дзюдзюцу. Постигнув основы, Дзигоро задумался об усовершенствовании этого боевого искусства. Однажды, сидя в библиотеке, Дзигоро наткнулся на заметки одного мастера. Он рассказывал о том, как, прогуливаясь по саду, увидел снег, падающий с неба. Мастер заметил, что под тяжестью снега ветви одного дерева не ломались, а гнулись, после чего снова выпрямлялись. «Победить, поддавшись!» — воскликнул он. Озарение посетило Дзигоро Кано, и он понял, для победы над более сильным соперником надо поддаться и в нужный момент использовать его силу против него. Кано решил на базе дзюдзюцу создать новое боевое искусство, положив в его основу принцип мягкости и назвал его дзюдо. Кано рассматривал дзюдо не только как боевое искусство, но и как средство формирования гармонично развитой личности. В 1882 году Дзигоро Кано открыл свою первую школу – Додзё Кодакан. Тогда Дзигоро Кано не мог и предположить, что из маленькой школы дзюдо превратится в один из ведущих видов спорта в мире, а Кодакан станет одной из самых влиятельных спортивных организаций в стране. Совместные усилия Дзигоро Кано и его учеников позволили дзюдо выйти за рубежи Японии. В России дзюдо появилось благодаря Василию Сергеевичу Ощепкову. Василий, будучи сиротой, был отправлен учиться в православной духовной семинарии в Токио, где впервые знакомится с дзюдо. Показав свою склонность к борьбе, он был приглашен для обучения в Кодакан и уже через 3 года получил первый дан по дзюдо. После этого Ощепков переезжает во Владивосток и сразу же организовывает первый в России кружок дзюдо и проводит одни из первых международных соревнований. Руководство новой страны СССР высоко оценило эффективность нового боевого искусства, равно как и тренерскую работу Ощепкова, в результате чего в 1929 году он переезжает в Москву на должность инструктора дзюдо в Центральный дом Красной Армии. Василий Сергеевич добивается того, что дзюдо ввели как обязательную дисциплину для всех студентов. Но из-за надвигающейся войны в 1937 году дзюдо запрещается в СССР как чуждое советскому народу занятие и на долгие годы предается забвению. В 1964 году дзюдо вошло в программу Олимпийских игр, и только тогда в СССР вновь признают этот вид спорта. С тех пор дзюдо активно распространяется по всей стране, включая и Татарскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Все принципы, которые Дзигоро-сан заложил в свое учение, в Татарстане не только свято соблюдались, но и обогащались национальным колоритом и особенностями. Дзюдо в ТАССР появилось благодаря энтузиазму и решительности нескольких человек. Это Владимир Иванович Осипов, Николай Григорьевич Швейкин и Евгений Петрович Зюрнин. И хотя путь каждого из них начинался в совершенно разных местах, их судьбы слились воедино, чтобы дать жизнь дзюдо в республике. Руки вперед. Взяли захват. Все броски делаем только вперед. Используем силу противника на себя. Лишних движений не делайте. Больше движений используйте в атаку. Дзюдо, да, в Дербышке я начал внедрять самый первый. Да и в республике, наверное, оно как-то всегда таинственным было. Наверное, и так. Это медаль на одном из международных соревнований, которые проходили в Кишиневе под дзюдо. Турнир назывался «Дружба». Это за подготовку чемпиона дается медаль, а чемпионом именно являлся Яковлев Дмитрий. Интересно работать с человеком, который хочет работать. И всегда хочется ему помочь. Вот эти маты мы закупили тогда.
Он где-то эти все лимиты доставал, это все не так-то просто. И он работал, выкладывался, работал так, как надо. Но когда он мне принес заявление, я его подписала. Может быть, я была не права, что подписав ему заявление. Но тогда, когда я узнала, что он уходит в спортивную школу, я поняла, что, может быть, в самом деле ему там лучше. Дзюдо начало популярность сильно расти, развиваться. Мы году в 74-5, ну, особенно после 5-6 году, здесь тоже начали развивать дзюдо. В таком возрасте, в молодом, значит, да, с 7-месячной дочкой, супругой мы приехали на КАМАЗ и, в общем-то, мы создали секцию. То, что было заложено, значит, 72-й, 73-й, 74-й года, вот, самбо перешло плавно в дзюдо. Ну, я не знаю, кто первый, кто из них, значит, там, Зернин, Осипов, но, однако же, Владимир Иванович, он увидел наши, в общем-то, выступления на соревнованиях, приглашал, вот, но у нас не было кимоно, он приехал в Челны, привез нам, по-моему, 2 комплекта кимоно. Руководству города и комсомольской организации он сказал, что да, необходимо развитие этого дзюдо и помочь Швейкину. Мы же ведь не просто сами разбивали и развивались. Мы всегда кого-то приглашали. Мы учили, приглашали. Я приглашал постоянно из Ленинграда, Степанова приглашал из Москвы. Это были первые олимпийские призеры. Они были, приезжали. Стояла толпа очень большая. Мы первые открыли это Центральный парк культуры отдыха. Я там был директором этой школы, когда уже 70-е годы, и туда вал валил. С вечера занимали очереди для того, чтобы записывали. Но кто будет тренироваться вокруг? Репин Николай Васильевич тоже с Бугульмы вот, изъявил желание приехать, значит. Болевой прием – это чистая победа. В отличие от удержания, где сопернику нужно продержать 30 секунд на спине, или удушающего приема, там даже в статическом положении проходит время где-то около 10 секунд, болевой прием приносит мгновенную победу. Мы же ведь как-то тогда и вольной греко-римской, и самбо, и дзюдо сразу в одно влились. И те, и другие все занимались в одном зале. Вот такое время, когда, значит, была как-то единая команда, когда, значит, в общем-то, ну, стремились к результатам. В столице Татарии состоялся 4-й всесоюзный турнир по дзюдо на приз татарского обкома комсомола и Казанской школы высшего спортивного мастерства. 147 спортсменов, представляющих 27 команд городов и союзных республик, померились силами на борцовском ковре. Успех сопутствовал хозяевам. Они завоевали 2 первых места, а капитан сборной Татарии Фарид Мадьяров 4-й раз получил кубок за общекомандную победу. Вот, ну, наше дзюдо российское, это все-таки это не чистое дзюдо, которое там. И я думаю, что здесь симбиоз и самбо, и дзюдо, оно дало наше российское дзюдо. Вот, у кого-то скоростные качества, тут дзюдо, у кого-то, значит, силовая такая борьба, контактная, это он остался в самбо и добился успехов. Японцы почему проигрывали? Они проигрывали, по большому счету, самобытность. То есть в их программе, которые их изучали, ну, не было такого. То есть... Приехали в Японию, начали тренировки проходить. Еще только прилетел, считай, что сразу на ковер выпустили. А еще летели же-то 10,5 часов, довольно нагрузка тяжелая, вышла на ковер. И все японцы сразу бегут забивать встречу. И неважно там, какой вес. Я говорю, ну ладно, я пойму, там 52 со мной борется, ладно, с удовольствием. 56 мой вес, иду, 61 мой вес, 66 пошел. Ну ладно, возьму, 72 пошел. Я так с подозрением смотрю, я говорю, мне кажется, убить хотят здесь. Потом тяжи пошли, под 100 килограмм. Я говорю, вы что, говорит, у нас не принято так. Он говорит, ты, говорит, в Японии находишься, говорит, дзюдо – это гибкий путь к победе, играй.
Гибко выигрывай, говорят, зачем на силу-то бороться? Я говорю, ну вес толкнуть ее тяжело же, ведь ее, говорит, растрясти надо, это 100 с лишним килограмм, это очень тяжело. Он говорит, у нас не принято отказывать. Как-то на абсолютном чемпионате России мне сказали такую вещь, что спросили даже там, а откуда ты с набережных Челнов? Я говорю, ну, спорткомплекс Олимпийский. У тебя чисто борьба Советского Союза еще. Ну, скажем так, техника из прошлого. Но что вот я говорю, это Репин, Климов, вот, Касимов, Загрудин. Это все выходцы из Советского Союза. Они получили то образование, ну, спортивное я имею в виду. Вот я как бы перенял это все. Истинные мастера, они совершенствуются до конца своей жизни. Нет предела совершенству. Поэтому и мы выходим тоже на татами. Я думаю, что если не сумею воспитать я большого крупного чемпиона, то это сделают за меня мои ученики, которые в будущем будут воспитывать молодое поколение. Всем поколениям кажется, что они были лучше. На самом деле, вот пройдя вот этот путь, видно, что каждое поколение по-своему сильное, по-своему хорошее, по-своему уникальное. Ребят, кто пешком ходит? Давай. То есть, когда есть преемственность, когда есть люди, когда есть старшие, когда есть взрослые, есть молодежь, есть юниоры. Юношам есть на кого равняться, есть тот огонек, на который они идут и понимают, куда им надо стремиться. Когда рядом с тобой тренируется человек, с которого ты хочешь взять пример, на которого хочешь быть похожим, вот, это очень важно. Да, у меня есть методика, но эта методика, она хороша была вчера. Но сегодня уже другое время. Так же, как и наши деды, прадеды ездили на лошадях, телеги, там, лошадь заправляли в телегу. Но это не говорит о том, что мы должны так же поступать и так же делать. Это все супер классно. Но сегодня другой день. Тем более взять лучших в мире дзюдоистов. А лучшие в мире дзюдоисты — это японцы. Они постоянно совершенствуются. Поэтому, чтобы их победить, нужно работать в 2 раза больше, чем они. Когда чемпион на татами, это очень много значит и для детей. Когда день борьбы идет у нас, ветеран пришел, в зале светлее становится. Вот. Маленький, если поддержался, значит, за чемпиона. Вот. А это тоже совсем другая аура. Ветеран – это большая школа мастерства. Когда я вижу, что человек тренируется, на нашем жаргоне пашет. И мы пашем. Беготня – это кросс-подъем, спорт-подъем. Понимаете, на плечи друг друга и вперед. То я буду так же делать. Я буду понимать, если я буду так делать, если я буду столько же делать, то я стану таким же. И многие ветераны из других городов приезжают просто даже пообщаться, значит, кто-то побороться. Вот. И мы рады этому. Дети борются. И команда ветеранов. Представляете, какая тут бойня идет? Это связь поколений. Мы всегда жили мечтой, потому что был пример. И вот на примере мы рождались. Мы не завидовали, мы хотели быть такими. Ну, дзюдо, во-первых, многие вещи дало мне. Во-первых, уверенность в себе, быть более уверенной, если ставить целью до конца идти. Одно дело – это спорт, другая сторона – это воспитание. Целеустремленность.
целеустремленность, работа над собой. Сильный, здоровый человек, он по жизни, его уважают. Понимаете? Вот. Надо из себя лепить здорового, крепкого человека. А если он сделал себя в зале, естественно, ну, может, не до тех высот, каких бы хотелось, но, естественно, это одна из ступенек его жизненного пути. Дзюдо – это тот вид спорта, где можно делать себя. Это же борьба формируется, ты знания вот эти вот накапливаешь, потом очень легко определять, ну, видеть, кто перед тобой, насколько он одарен, насколько он характерен, насколько он мотивирован вот тем видом или тем, чем он собирается заняться. Уже закаляешься, закалка идет. Потому что дзюдо и самбо развивает качество самое главное в человеке. Это мужество, благородство, силу духа, физическую подготовку. Дисциплина, характер, владение собой прежде всего. В принципе, полностью человеческие качества получил, тренируясь здесь, воспитываясь здесь. Жить, быть полезным своей семье, своим ребятам. Дзюдо. Многие родители приводят детей, я сейчас еще тренером работаю, они мне говорят, из нашего ребенка будет ли дзюдоист, допустим, высокого уровня, олимпийский чемпион, и я говорю, 100% обещать не могу, но я из них сделаю 100% людьми, которые, допустим, в старости лет могут вам помочь. Ну, мне кажется, занятие спортом, все равно это развивает. Спорт никак не отягощает, дает развитие, дает цель. Я вот смотрю на некоторых друзей, которых там, ну, с дзюдо особо не связаны, и на них смотришь, у них как будто цели в жизни нету. А вот ты знаешь, что тебе надо в жизни, и у тебя есть цель, ты к ней идешь. Надо мыслить стратегически. Стратегически. То есть стратегия – это не только дзюдо, это и другие направления. Когда я выйду с татами, то я буду знать, куда мне идти и чем мне заниматься. И я пройду этот путь безболезненно. Дзюдо, задача дзюдо не готовить олимпийских чемпионов. Наша задача помочь ему. Мы готовим всех. Задача есть там, цель – стать президентом. Будем готовить президентов. Кого еще надо готовить? Скажите, кого готовить? Мы всех можем готовить. Вот и вот этот дзюдо, мотивация. Вот она в чем. Тогда, значит, чисто было дзюдо мужское. И потом, значит, начали появляться там, разрешать женское дзюдо. В дзюдо я попала в 3 классе. У меня папа борец, и он просто сказал, что это прикольно. Попробуй. Прикалываюсь до сих пор. В дзюдо я попала совершенно случайно. Я приводила братика младшего на тренировки в «Динамо». И меня заметил тренер мой первый, Рейс Абдрахманович. Вот, и он меня очень долго уговаривал, говорит, что посмотри на себя, ты будущая чемпионка. До этого я занималась хореографией и спортивной гимнастикой. Вообще, до дзюдо я занималась акробатикой, плаванием. Это мне все не понравилось. Я говорю, мне не хотелось заниматься этим видом спорта, потому что это мужской вид спорта. Всю жизнь была такой бойкой девочкой, хулиганистой. У нас девочки все разные. Противник был женского дзюдо. Я думаю, что общество наше, оно еще не так как бы настроено, особенно в то время было, потому что как девочка мужским видом спорта занимается. Нет, какое женское дзюдо, им здесь не место и так далее, значит. Но особенно даже вот сейчас родители приводят девочек и говорят, нет, я вот боюсь девочку, потому что у нее там фигура испортится, она будет мужеподобной или еще что-то. Я им, в принципе, себя в пример, и я говорю, ну вот я мама 3 детей. Вот посмотрите, вот, ну, я потеряла там свою женственность, я как-то вот, и они говорят, нет. Вообще в жизни есть же и не женственные девушки, это не зависит от вида спорта. Ты либо женственный, либо нет. Да, мужчины такие же бывают, если что. Сейчас у спорта нет пола. Неважно, мальчик ты или девочка. В зал невозможно было зайти. Духи пахнут. Заколки, там, значит, резинки на татами, значит, виск, ногти, значит, вот. Ну,
Ну, не надо забывать, что у Дигора Кана жена тоже занималась дзюдо, и у нее один из высочайших данов. Но я хочу сказать, что вот для девочек дзюдо это вот прям нужно заниматься. Потому что ты физически подготовлена, ты морально более устойчива, как-то мыслишь по-другому, шире. Дзюдо воспитывает в людях именно вот эту силу духа. Потому что для девочки уверенность все равно это одно из главных качеств. Девушка становится более независимой, более упорной. Если девочка также трудится наравне с мальчиками, если она еще в чем-то их превосходит в техническом плане, если она с ними умеет дружить и общаться, ее принимают спокойно. Ну, как бы женское дзюдо от мужского отличается, да, потому что и мужчины, они и размышляют, и думают, и логика у них совершенно другая. Девочки, они по-другому борются. Девочки, они больше эмоциональны. Мальчики меньше, может быть, меньше обижаются, проще воспринимают какую-то информацию, ту же критику. Девочки, конечно, почувствительнее. И с мальчиками проще, потому что, ну, можно сказать, они это поймут. Девочкам гораздо сложнее. До них донести это нужно. Женское дзюдо, оно такое более свободное, более раскрепощенное, вот так скажем. У мужчин, может быть, более такая ударная техника, да? У девочек она более такая мягкая, более вот растяжимая, да, каждое движение. Если девушка занимается уже довольно-таки долго, то это точно, что она очень серьезно относится к этому. Они дольше могут продержаться в мире дзюдо. Один раз это прочувствовав, ты уже не сможешь забыть это чувство, и тебе очень хочется этим заниматься, тебе нравится, у тебя получается. Всю жизнь я в дзюдо, да, и не жалею. И доказали девчонки, что они полным правом имеют право заниматься дзюдо, начали результаты показывать, значит, и теперь это олимпийский вид спорта, они там, значит, бьются, красиво бьются. Года свои и силы не жалея, мы вкладываем душу в детвору. Они растут, мужают, мы, увы, стареем, но остаемся преданные спорту, детям и борцовскому ковру. Каждому тренеру должен все-таки попасться свой спортсмен. Не каждый спортсмен понимает твой язык, все-таки какая-то предрасположенность должна быть. Всегда считал и считаю, что главное – это тренер и спортсмен, это тандем. Это становится единым целым, вот это переходит в движение, которое уже необратимо ведет к успеху. Со временем понимаешь, что это настоящая судьба, потому что для этой профессии, наверное, я родился. Формировался, жил, не думал тренером стать. Проработал 2-3 года, без этой работы себя не представляю. Это, как профессия врача, как профессия учителя, как профессия военного. Это в любом цивилизованном государстве это непростая профессия. Это для этой профессии как минимум надо на самом деле родиться. Но я считаю, что тренер – это как второй отец. Но самое главное, чтобы он был умный. Это самое главное. Умный, добрый. Он должен быть хорошим психологом. Он мог где-то настроить, где-то наругать, где-то подбодрить. Тренер – это психолог. Я благодарен Пархомойчу Геннадию Петровичу, который и эти моменты развивал, то есть мы с ним много разговаривали, много гуляли, объяснял, что такое зло, что такое хамство, что такое доброта. Одно от другого неотделимо, как и тренер не будет спортсмена, не будет тренера, не будет тренера, не будет спортсмена. И не только одно дзюдо должно быть. Помимо дзюдо еще и много, как я уже говорил, много прекрасных вещей вне татами. И когда ученик и тренер это понимают и следуют этому, это, конечно, тогда хорошо. В дальнейшем встречаешься с такими тяжелыми ситуациями, и сразу вспоминаешь тренера, что разговаривали, чтобы не делать таких ошибок. Молодость была. Тренер, главное качество терпения, естественно.
для себя избрал дорогу, так мы идем по этой дороге, вот, и везем ВОЗ, вот, который, в общем-то, на который мы не жалуемся, и на судьбу тоже. Талант тренера вот, увидеть, значит, развить, и самое главное, не загубить. Идеальных людей не бывает, и учеников тоже. А вот эта профессия уже как тренера, найти ключик к этому замочку, чтобы вовремя его открыть, либо закрыть. Все мы несовершенны. Мы несовершенны, потому что мир материален. Тренеры, они заинтересованы в том, чтобы, значит, воспитать как можно больше здоровое поколение, здоровых детей. Возле тренера всегда вертится, крутится, как говорится, земля, дети, спортсмены. Вот. И поэтому этим он и живет. Не случайно существует 3 слова: вера, надежда, любовь. Вот я уверен, чтобы стать чемпионом, нужно верить, надеяться и любить человека, с которым работаешь. И должна быть ответная реакция, если спортсмен также верит в тренера, любит свое дело и надеется на результат, результат придет. Тренер, он вкладывает душу, да, несмотря ни на что, понимаете? Тренирую уже сейчас сам мальчишек, я смотрю, вот, прежде всего с них хочу воспитать честных, порядочных, добрых, умных людей. Тренер должен быть в первую очередь компетентным человеком в этой области. Он должен быть благородным, потому что если допустить выхолачивать из ребенка и из парня только вот показатель спортивный, он потом никому не нужен будет. И каждый проигрыш, каждая травма спортсмена – это, ну, как рубец на сердце. Это сердце, наверное, должно было уже настолько загрубеть, но этого не происходит. Вы знаете, пришел пацаненок, да? Папа 5 ходок за наркоту, мама пьет. И с ним по жизни идем. Вот. Армию закончил, пединститут закончил, сейчас тренирует здесь. Вот так. Вот ради этого, понимаете, ради этого только можно жить. Фух. Мама умерла. Вот. Помогает отцу, отец восстановился. Вот, такая жизнь тренерская. Вот. Или отцовская, или какая, как ее назовешь? Пахан или как? Вот. Просто душой болеть за людей надо. Понимаешь, за дело. Вот. В таких условиях я только мечтал в свое время тренироваться. Вот в таких условиях. Все, что здесь есть на самом деле. Просыпаемся. Во многих городах России был, и у нас один из лучших залов, наверное, вообще во всей России. Я такого вообще не видел. Прям, ну, как татарский Кадакан. Таких, как вот сейчас залы, таких не было. Когда я вернулась с Японии сюда, перспектив намного меньше было. Сейчас перспектива побольше. Сейчас все есть, все. И стимул, финансовая поддержка, все есть. То есть есть возможность зарабатывать уже на жизнь. Они становятся профессионалами. Мы их с них требуем, конечно, как с профессионалов. Я говорю, вы же необычные, как вот другие, которые не получают зарплату, которые приходят сюда и не получают деньги, а вы уже отрабатываете деньги. То есть они знают, ради чего и для чего идут. В плане вот финансовом и вот поддержки очень дзюдо у нас на очень хорошем уровне. Условия великолепные, да. В правильном направлении движемся. Я надеюсь, что подрастающее поколение понимает, что они в хорошее время живут, чтобы они воспользовались этим. Условия есть, созданы, дети есть, тренеры есть. Должна быть команда, которая будет идти в едином порыве.
и те люди, на которых ты можешь опереться. Побегали, за стол садимся, значит, только огурцы, помидоры, там все это. Вот. И смотрим, одного мальчика, этого Марата нет. Вот. Мы говорим, а где он? Начали искать, а он за угол так спрятался, да, сидит вот так, вот это самое. Вот. Мы говорим, Марат, ты что? Он говорит, а я ничего с собой не взял. Я его беру прям, Маратик, ты что, это же общий стол. Это общая команда, наша, вот так, вот. Он раз только тогда это самое, вот что было. Говорят же, один в поле не воин. Когда есть федерация, и когда за федерацией стоят такие люди, как Николаев, генерал, который сам мастер спорта, победитель Советского Союза, когда работают командой, ну это должно быть обязательно. Если ты работаешь на команду, ты чувствуешь своего партнера, ты чувствуешь команду, не на себя, тогда будет все в порядке. Ну а потом уже структура, ну она, наверное, везде одинаковая. Это как структура государства, как структура семьи. Обязательно должен быть папа, мама, дети. Ну, каждому можно дать свою роль, правильно? Также, ну и в любой федерации, в любом государстве каждый должен заниматься своим делом. Без этого никак. Это система, это структура, ну, это пирамида, это нужно. Вот, наверное, хотелось бы пожелать командного духа, и чтобы люди понимали, и спортсмены между собой общались и дружили, и тренеры также. И общались, и дружили, и приходили к каким-то взаимопониманиям. Спортсмен или человек сам себе должен быть мотиватором постоянно. В первую очередь верить надо в себя, в свои силы, что рано или поздно ты добьешься своего, что то, что ты трудился там, годами, что это не просто так. Оно рано или поздно ты все равно раскроешься, надо верить, главное, в себя. In blue judogi from Russia, Niaz Bilalov. Has done in the past, but there is yes! Я просто выходила, понимала, либо она, либо я. Другого варианта нет. И отдавать медаль, отдавать победу неохота. И приходится мобилизовать все свои силы, все свои ресурсы. Ну, во-первых, мне всегда было интересно, смогу ли я, достигну ли я того, что вот наметил. Человек должен идти и совершенствоваться, а не стоять на месте. Когда много труда затрачиваешь, и когда ты приходишь к своей мечте, и когда ты на первом месте, когда вешают медаль, когда играет гимн, ну это непередаваемое чувство. Это эйфория. Непередаваемые ощущения, это внутри что-то, это нирвана, ты на небесах летаешь. Это надо только пережить. Это вот даже сейчас я рассказываю, у меня прям мурашки и волосы дыбом. Спортсмены понимают, который стоит в душе и моется, занял призовое место, и он понимает, что все, я сделал это, к чему я шел. Буквально на несколько секунд с пьедестала спускаешься и понимаешь, что чтобы забраться снова на этот пьедестал, снова нужны рутинные тренировки, рутинная работа. Без этого никак. И бывает такое немножко опустошение. Если эта большая цель достигнута, чтобы идти дальше какой-то цели, нужно найти мотивацию, нужно найти новые какие-то стремления, желания. Как покорил одну вершину, надо искать другую, которая выше. Не сама точка конечная, интересно, а сам путь к этой точке. А будет он, не будет, это уже другой вопрос. Но сам вот этот путь, он им интересен. Мы хотим, чтобы школа дзюдо Татарстана имела свои традиции и стала одной из лучших в России. На данный момент осталась единственная непокоренная вершина – это Олимпийские игры. К чему мы стремимся, всю жизнь работаем на это. Чтобы говорили, есть в Татарии школа дзюдо Татарстана.
надеемся, верим, что вот у нас появится новый чемпион. У нас надежда есть, как говорится, люди в этом плане. Надо до конца идти, не сворачивать пути. Если у тебя есть цель в плане спорта, надо достигать ее, несмотря ни на что. Ну, это громко будет сказано, но это вся жизнь. То есть ты растешь и потихоньку начинаешь понимать, что дзюдо это, больше, чем вид спорта, это неописуемо, это философия. Целая система воспитательная, это культура целая. Образ жизни. Это дружба. Даже ближе к искусству. Есть своя философия, которая применима не только в спорте, но и в жизни. Быть гибким, тренировка своего духа, наверное. От него захватывает дыхание, там, я не знаю. с возрастом понимаешь, что это достаточно глубокая философия дзюдо. Меняется дзюдо, постоянно меняется. И я считаю, что так должно быть. Как жизнь меняется, как человек меняется, так и дзюдо должно меняться, потому что оно живое. Дзюдо доступно для каждого, независимо от национальности, цвета кожи или вероисповедания. И каждый народ видит философию дзюдо частицу своего народа, своей ментальности, своей культуры. Нужно просто любить дзюдо, нужно жить дзюдо, нужно вот этими принципами кодекса чести дзюдоиста действительно жить. Глубокий смысл в дзюдо. Мягкий путь к победе. В переводе. Дзю-до. Bye.